Еще пару месяцев назад на этом месте был лишь пустырь. С нуля здесь появилась современная спортивная площадка, которая стала частью сквера «Юность», проекта, запланированного в микрорайоне Восточное в рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда». В дальнейшем здесь появится еще несколько различных зон. Ну а пока все любители здорового образа жизни могут прийти на спортплощадку и потянуть свою физическую форму. С открытием нового объекта Сибайцев поздравил исполняющий обязанности главы администрации Сибая Айнур Идрисов. Я думаю, что мы, сибайцы, будем бережно относиться к ним, заниматься. Это доступно для всех. И как в фитнес-зале, придешь, деньги заплатишь, занимаешься. А приходишь, занимаешься бесплатно. Поэтому мое именно пожелание, чтобы мы сохранили именно в таком виде, замечательно, даже больше благоустраивали вот такой площадку. Здесь посадили следы, чтобы играли у нас дети. Видно, там сзади тоже детскую площадку, чтобы можно было приходить с детьми. Дети играют там, занимаетесь здесь, родители прогуливаются по кругу. Уличный тренажерный комплекс нашему городу подарил военно-спортивный фонд Башкортостана при финансовой поддержке башкирских распределительных тепловых сетей. Такие спортивные площадки сегодня приобретают все большую популярность в разных уголках страны. Они дают мощный импульс развитию массового спорта. Первый, такой проект был организован в городе Уфе. Открылся он в январе этого года возле торгового центра Башкирия. В сегодняшний день наблюдается очень часто посещение жителей столицы этих тренажерных комплексов. Будем надеяться, что город Сибай будет также. Эти комплексы будут приносить здоровье нашим горожанам. Ну и Баш-РТС планирует продолжение своей программы пожертвований. И, в ближайшее время в городах Благовещенск, Нефтекамск и Салават откроются аналогичные площадки. Спасибо. После церемонии разрезания красной ленты к делу приступили спортсмены. В честь открытия тренажерного комплекса состоялись городские соревнования по силовому многоборью. Сегодня проходят соревнования многоборье, в данном случае пятиборье, то есть приседания, жим, лежа, становая тяга, жим стоя и подтягивание, то есть тяга верхнего блока. Это упражнение, можно сказать, классикой, в принципе, силовых видов спорта. Особенно присед жим становое, оно является классическим и стандартным упражнением для пауэрлифтинга. Вот также подтягивание и жим стоя, в принципе, это взято из тяжелой атлетики. Эти упражнения как раз-таки, думаю, все смогут сделать. То есть очень интересно будет посмотреть. Участники соревнований по достоинству оценили созданные для занятий спортом условия. Тренажеры являются антивандальными. Их отличительная особенность – замкнутая система регулировки веса нагрузки. Еще одно преимущество – разноплановость. Уличный тренажерный комплекс позволяет накачать все группы мышц, от основных до вспомогательных. Тренажеру, я скажу, на уровне, среди нас есть мастер спорта, и ему даже тяжеловато делать, и нам тяжело, и ему тоже. Такая серьезная площадка, нам всем нравится. И сделано так, что тяжело сломать будет. Надеемся, простоит долго она. А говорите, тяжело даже мастеру спорта. Вы имеете в виду тот вес, который на соревнованиях? Нет, вообще мы максимальные веса ставили, то есть такие серьезные веса на уровне, скажем так. То есть даже мастеру спорта тяжело поднимать. Все хорошее, все тренажеры нормально. Можно заниматься, главное, желание. Очень здорово, что такая площадка появилась. То есть занимайтесь всегда с умом, читайте правила эксплуатации и разминайтесь перед занятиями. Все. Вы уже размялись? Да, я уже приступаю к упражнениям. Уличный тренажерный комплекс открыт круглые сутки. Доступ для всех свободный и бесплатный. Территория оборудована камерами видеонаблюдения, чтобы исключить противоправные действия. На открытии этого объекта все выразили надежду, что теперь сторонников здорового образа жизни в Сибае станет еще больше. Лиана Кириллова, Радмир Исенгулов, Гульнара Раскельдина для службы новостей.